Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сейчас расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего выпуска. Общественная палата Абхазии проведет 12 марта гражданский форум, целью которого является обсуждение ключевых векторов развития страны. Более 120 работ, созданных в разные периоды, представлены на выставке народного художника Бадала Джопуа, открывшейся в ЦВЗ. Председатель Государственного таможенного комитета Утархетса представил премьер-министру Владимиру Дылбо отчет о работе ведомства за прошлый год. Около 52% от общего объема собственных доходов республиканского бюджета сегодня формируется за счет деятельности Государственного таможенного комитета. Председатель ГТК Утархетса представил премьер-министру Владимиру Дылбо отчет о работе ведомства за прошлый год. Объем начисления таможенных платежей за прошлый год составил 4 миллиарда 537 миллионов рублей или 100,8%. Председатель ГТК также рассказал о работе, проводимой на абхазо-российской границе. Для обеспечения стабильной работы границы в курортный цитрусовый сезон мы проводим рабочие встречи с коллегами из ФТС. И в результате мы получаем на границе стабильность в переезде наших транспортных средств с грузами и прочее. То есть последний прошлый год, позапрошлый год практически особо нет таких заторов, пробок, потому что все мы заблаговременно со своими коллегами это обсуждаем и претворяем в жизнь. То есть для тех грузов, которые идут, для них делаются отдельные линии, зеленый коридор, и они спокойно проезжают без проблем. То есть, как раньше наблюдалось в прошлые годы, в последнее время таких проблем не наблюдается. В ближайшее время в Москве должны состояться официальные переговоры по урегулированию украинского кризиса. Американскую сторону на встрече с Владимиром Путиным будет вновь представлять спецпосланник президента США Стив Уитков. При этом о повестке предстоящей встречи ни Кремль, ни Белый дом не распространяются. Между тем, Зеленский сообщил, что на 23 января запланирована трехсторонняя встреча Украины, США и Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах, которая продлится 2 дня. МВД Абхазии не нашло подтверждения информации о незаконных действиях на реконструкции набережной Сухума. МВД Абхазии продолжает проверку сообщения, опубликованного 15 января на интернет-платформе журналистом Семеном Пеговым. В статье шла речь о возможных противоправных действиях в отношении одного из подрядчиков, участвующего в реконструкции набережной в Сухуме. В рамках проверки сотрудники МВД опросили всех представителей подрядных организаций, задействованных в ремонтных работах. По итогам проведенных мероприятий факты, изложенные в статье Пегова, не подтвердились. Представители компании категорически опровергли информацию о любых инцидентах, незаконных действиях или противоправных деяниях в отношении своих сотрудников. Проверка будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств. Рассмотрение дела о стрельбе в парламенте Абхазии отложили из отсутствия обвиняемого Адгура Харази и его адвоката. На заседании также не явился потерпевший депутат Кан Кварча. Решением судей очередное заседание пройдет 5 февраля в 12 часов. Общественная палата Абхазии проведет 12 марта гражданский форум «Диалог, согласие, развитие». Цель мероприятия – обсуждение ключевых векторов развития страны и выработка консолидированной позиции гражданского общества. Гугуца Вардания расскажет детали. 12 марта в актовом зале Кабинета министров по инициативе членов Общественной палаты пройдет большой гражданский форум. Подготовительным этапом станут 3 тематических круглых стола. 3 основных направления, которые мы в рамках нашего форума хотим обсудить, это вопросы демографии. Сюда войдут вопросы репатриации и вопросы языка. Второй вопрос – это социально-экономическое развитие. И третий вопрос – это политическая реформа.
12 февраля обсудят вопросы демографии, 19 социально-экономического развития, 26 политической реформы. Это ключевые вопросы, которые сегодня волнуют абхазскую общественность. Вопрос демографии, который на самом деле в Абхазии очень острый стоит. Мы были в гостях почти все районы, все города. Мы смогли общаться с районным городским депутатом. И то, что мы им сказали, цифры, их, к сожалению, удивили неприятно. Цифры очень неутешительные. И они готовы в это направление с нами работать. Они это заявили. И 10 февраля, 19 февраля первый круглый стол будет, это по направлению демографии. И конкретно мы хотим обсудить вопросы социально-экономического развития территорий наших районов, сел, городов, тем более, что объявлено президентом о том, что 2026 год у нас год села, и вот в этом контексте мы хотим обсудить вопросы с точки зрения именно видения и понимания общества, жителей конкретных районов, конкретных сел. Вот, поездки по регионам нам показали круг вопросов и круг проблем, которые существуют в этой отрасли, в этой сфере. Есть много идей, которые мы хотим обсудить. И вот в моей панельной дискуссии конкретно будут участвовать эксперты в области экономики, в области социальных отношений, именно те вопросы, которые волнуют нас с точки зрения именно и развития сел, и сохранения сел, для того, чтобы мы не теряли села. Мы все понимаем и знаем, в каком состоянии село находится. Круглые столы будут проходить с участием ученых, общественных организаций, политических партий, депутатов районных собраний, граждан страны, специалистов в области экономики, социологии, политики, здравоохранения. Ни один созыв Общественной палаты не проводил гражданского форума. Мы первый, кто будет проводить такой большой общеабхазский гражданский форум, где будут участвовать. Мы очень хотим, чтобы в нем приняли участие все общественные организации, политические партии. И особенно приняли участие в круглых столах, где они могут дискутировать, свое видение какое-то озвучить. А в конце уже на общем форуме все, что будет сказано и представлено, и озвучено на круглых столах, все это будет выливаться в единую резолюцию, которую, как мы надеемся, поддержит все гражданское общество Республики Абхазия. 3 года нынешний состав, 6-й созыв Общественной палаты, значит, который заканчивается в марте, занимался разными вопросами. И за эти 3 года, значит, мы поняли, что ключевыми вопросами, которые волнуют нашу общественность, являются вопросы политической стабильности нашего государства. Это ключевой вопрос, потому что без политической стабильности никакого развития экономического, социального, демографического и иных сфер и направлений быть не может. Это вообще фундамент, на котором стоит и развивается любое государство. Второй важный вопрос, конечно, который мы поднимали здесь за этот период времени, это вопрос демографический. Он остро стоит уже давно в нашем обществе, вы все прекрасно об этом знаете. И вопрос, безусловно, развития экономики, тоже один из фундаментальных вопросов, который позволяет любому обществу и государству развиваться в разных направлениях. Поэтому мы выделили вот эти 3 важных таких круглых стола для того, чтобы донести свою, значит, позицию до общественности широкой. По итогам круглых столов 12 марта на гражданском форуме примут резолюцию. Гугу Савардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Заседание Академии наук Абхазии, посвященное 75-летнему юбилею директора Сухумского физико-технического института академика Анатолия Марколия, состоялось в Сухуме. Как отметил президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, в абхазской науке есть знаковые личности, одна из них Анатолий Марколия. Он подчеркнул, что его вклад в науку настолько значителен, что не уместится и в столетие. Ученый-физик, доктор технических наук, академик Академии наук Абхазии, специалист в области рыбопромысловой гидроакустики, генеральный директор СФТИ Анатолий Марколия, автор и соавтор более 100 научных работ. Многие вещи, которые сделал Анатолий Иванович, они опережали время, без всякого сомнения. Будучи аспирантом, он занимался рыбосчетчиками. То есть это его, значит, работа была.
такая рыба-счетчик – это инструмент, который позволяет считать рыбу, причем в автоматическом режиме. Должен сказать, что мы и сейчас в институте продолжаем заниматься этой тематикой уже на другой основе, с использованием искусственного интеллекта, но тема остается до сих пор актуальной. Во время войны Анатолий Иванович занимался беспилотными надводными аппаратами, актуальность которых в настоящее время совершенно даже трудно даже переоценить. Я так думаю, что если бы эта работа бы продолжалась до сих пор, мы сегодня уже продвинулись бы в этом направлении куда дальше. Мне как-то посчастливилось, я участник нескольких таких командировочных выездов с Анатолием Ивановичем в Москву, в Санкт-Петербург. И я видел, как он ходит по кабинетам, как он разговаривает с людьми, наделенными полномочиями, властью, деньгами, каким образом ему удается составлять тексты писем, как проходят эти письма, как он их проводит. Это натолкнуло однажды мне на такую мысль. Вообще бы надо было бы представить человека, к Анатолию Ивановичу, который бы ходил бы и мог бы впитать в себя этот уникальный опыт психологического, интеллектуального воздействия на тех людей, от которых зависит принятие решений. Ну а что касается формирования нашей академии, здесь совершенно абсолютно укладывается в абхазскую поговорку «удрызырно каруам талова». То есть его роль в формировании современной структуры Академии наук, она совершенно очевидна, и мы все прекрасно это знаем. Анатолий Иванович, в этот день мы все поздравляем, желаем в первую очередь здоровья, сил и вдохновения. И не уставать на этом поприще, потому что это человеческое качество имеет значение для науки, для страны, для нашего народа. Около 40 школьников 5-й средней школы приняли участие в записи голосов для благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба. Фонд продолжает работу по внедрению абхазского языка в искусственный интеллект. Для этого на платформу Mozilla Common Voice необходимо загрузить определенное количество голосов на абхазском языке. Результатом работы должно стать появление родного языка на таких голосовых площадках, как Google, Яндекс, а также в аудиокнигах наравне с русским языком. Более 120 работ, созданных в разные периоды, представлено на выставке народного художника Батала Джапуа, открывшейся в Центральном выставочном зале. Проект – итог многолетней работы автора по художественному осмыслению национального эпоса и сказаний Маадана Саканя. Открытие выставки посетили вице-президент Бислам Бигвава и руководитель администрации президента Бислам Нэшба. Айлита Арутюнян также была на экспозиции. Нардский дом – мероприятие, собравшее в стенах Центрального выставочного зала множество людей. Произведения искусства увлекают зрителей в свой маленький, но индивидуальный мир, оставляя после себя глубокие впечатления. Ведь выставка Батала Джапуа – это уникальная возможность увидеть результат многолетних творческих изысканий художника, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. Батал Джапуа является, наверное, моим любимым абхазским художником. Я уже много лет слежу за его творчеством, и сегодня, на самом деле, это такой волнительный момент оказаться на его выставке. Плюс еще я заканчивала Сухумское художественное училище в прошлом году, и вот его серия по нардскому эпосу, она мне очень сильно помогла в моей дипломной работе. Я прям опиралась, и сегодня увидеть вживую эти работы, которые посвящены нардскому эпосу, для меня прям, на самом деле, большая честь. Вот. Мне кажется, он делает огромную работу как художник и как исследователь для Абхазии. Я хочу сказать, что я первый раз вообще в галерее после реставрации. До этого я еще не успела посетить ее после реставрации именно. Поэтому мне было интересно ее посетить и в этом ключе. Ну и, естественно, посмотреть выставку, открытие, в день открытия очень известного художника в Абхазии. Мне очень нравится его графика давно. Я давно уже наблюдаю за творчеством этого художника. Мне нравится, как он работает.
Персональная выставка включает в себя графические работы, где автор не только показывает известные сюжеты, но также вступает в глубокий диалог с наследием своих предков. В 3 залах ЦВЗ на 1 и 2 этажах представлено более 120 работ. Вице-президент Беслан Бигвава пожелал Баталу Джапуа творческих успехов, долголетия и поблагодарил автора за его труд. И самое главное, что вот те работы, которые мы сегодня видим, и всю вашу жизнь, ваши работы – это самое главное, что мы можем прикоснуться к нашей истории. Ваши работы объединяют наших людей, делают наших людей более мудрее, так можно сказать. И самое главное, делают наших людей сильнее. И мне хотелось бы сказать, что то дело, которое вы делаете с юношества и по сегодняшний день, это пример к тому, как нужно вести себя настоящему мужчине, настоящему человеку именно тому, кто любит свой народ, любит свою землю, любит свою страну. Среди представленных работ – иллюстрации к нардскому эпосу, книги рассказов абхазского сказителя Маадана Сакания, серии работ, посвященных Абрыскилу и Апсыцкиара, древнему обычаю захоронения на деревьях. Работы созданы в графической технике. Благодаря этому можно создавать работы, где герои показаны реалистично. Я думаю, что сегодняшнее событие не только очень важное для нас, для культурной, для общественной, для такой вот стороны нашей жизни. Выставка «Нардский эпос», идея, которая возникла несколько лет назад, но Батал сам работал над ней очень давно. Я на днях его спросила, когда была первая работа, посвященная нардам, это 80-е. Но работы, представленные здесь, они охватывают 15-летний период. И это не только нарды, это героический эпос, сказания Маадана Сакания, эпос об Абрыскиле, мифология. Здесь некий такой собирательный труд художника-исследователя. Сегодняшняя Батала выставка – это, как вам сказать, она очень востребована нам по настроению. Сегодня, когда мы все время ищем свои истоки, национальный характер, свою ментальную такую картину мира, и мне кажется, вот погружение в такую выставку, оно очень важно. И самое главное здесь это работа Батала и его труд. Автор мастерски творит в стиле графики, превращая в жизнь задуманное. Разные техники, приемы служат раскрытию художественного образа. Герои как будто ждут своего часа, чтобы покинуть картины и раствориться среди зрителей, жадно разглядывающими каждую деталь произведения искусства. Нардский дом называется, значит, посвящен нардскому эпосу, но не только. Здесь еще есть продолжение жизни нардов. Это героические сказания абхазов. Абхазцы себя считают прямыми потомками нардов. Они рождены от нардов. Да? И потому сказания Маадана Сакания, они очень структурно, четко ложатся в тему нардского дома, общей крыши культурной. Потому там в следующем зале идут героические, значит, и мифологические сказания абхазов, которые нам донес Маадан Сакания. На 2 этаже там тоже есть мифология абхазская, которая она уже чуть особняком стоит, но это тот же период, это период богов, да, битвы богов с героями. Это, значит, серия Абрыскил. Их там 2 версии. Вот. Они тоже в разное время сделаны. Тема нардского братства проходит через всю историю о нардах, и потому эта работа кажется особенно символичной. Сложные взаимоотношения между нардами, выраженные через образ перекрещенных рук, сжимающих в ладонях обоюдоострые клинки. И ты понимаешь, иллюстрации отражают дух произведения, показывают героев, их характеры и ситуации, в которые они попадают. Можно очень долго, детально и в целом рассказывать о работах Батала Джапуа, но, как говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому у каждого желающего посетить выставку есть такая возможность до 22 февраля. Аэлита Арутюнян, Камила Джапуа, Абхазское телевидение. А в завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 23 января, в Абхазии ожидаются кратковременные осадки, туман. Температура воздуха ночью 2-7, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.